почти во всех этих кроссвордах это как же, все про войну, про автомат или... Доброе утро, Иван Григорьевич. Здравствуйте, здравствуйте. Сегодня действительно последний день зимы, последний день февраля. И так долго спали поэтому? И так долго. Кто-то долго спал, а кто-то кочегарил сегодня, блин. Доброе утро, Игорь. Доброе. Что у нас там? Поэтому сейчас приблизим, посмотрим. А что мы там посмотрим? Так, не-не-не, температуру минус 5,3 за бортом, 6,26. Было 5,2, а вот Где-то уже минут 40, наверное, как назад проснулись, начало светать. Вот как мы видим, на улице уже светло. С 6 часов можно уже, в принципе, ехать на рыбалку. Да, ты себя Вот. покажи, где ты, в каком виде ты на рыбалку собрался. Скидываем отснятый материал вчерашний сразу. вылазим с спального Ну, мешка, берем удочку. Вылазим со спального мешка. Уснул только в 5 часу, наверное. В общем, вчера народ уже лег спать. Я еще часа 2 занимался электробуром. Просверлил шнек на сотку, и оно, получается, не совпадало. Потом я вот это круглым напильником все дырдочку разработал. Хорошенько, чтобы туда все влезало. Вот. И теперь у нас электробур вот там вот в углу наверху тушится. Теперь у нас не с оранжевым, а с синим шнеком. Дырдочку разработал Соточка. и поехал на рыбалку. Да, дырдочку разработал и поехал на рыбалку. Вот, сегодня будем сверлить соточкой. Я так думаю, дело будет проходить еще быстрее. Да, лунок 5 сделай. Потому что сверло теперь потоньше. И оно будет работать все быстрее. Вот, потом уже как бы лег, устаканилось, киношку посмотрел, скачанную в телефоне, под храп Ивана Григорьевича. Иван Григорьевич после ночной смены спалось хорошо, мне что-то не очень. Потом вроде только уснул, пятишка со стены как навернулась, там лед был с водой. И мы повесили на стенку, чтобы растаяло. И растаяло, блин. Да. Ручка растаяла, и она навернулась прямо на ноги Игорю, блин. И потом с таким грохотом ночью просыпаемся. Что случилось? Кто где что упал, блин? Часика. Это где-то было, наверное, 11:30, да, примерно? Да, потом где-то в час разобрался с печкой. Все там поправил чурочки, все. И нормальная температура всю ночь. Последний раз, наверное, только одну чурочку подложил, наверное, в 4 часу. Вот все потом устаканилось, начала комфортная температура и пару часиков, получается, поспал. Сегодня, если ловиться будет, хорошо, если ловиться не будет, то будем спать на лунках. Вот, греется. Опять же, на речке едим гречку. Давно гречку не ели. Давно гречку не ели. Сегодня у нас гречка, остатки вчерашней каши с конинкой и со свининкой. И со свининкой до кучи. Вот такая вот такой вот завтрак туристов. В общем, завтракаем. Термоса заправили. Сегодня у нас чай с шиповника. Чефир шиповника. Чефир шиповника, да. 7 горстей. 7 горстей. Нормально все. 7 штук ложил на термос. Что-то у нас кто-то пил, что ли? Что у нас окна запотели, я не понял. А, там это одеяло было, да? А, очки еще здесь. Ага. Вот. Так что начинается новый день. А каким он будет, это мы вечером скоро увидим. Вечером расскажем, покажем. Все хорошо. Погодка. Самое главное, погодка нормальная, мягонькая. Снежок падает, да, немножко? Да. Все. Погода сиговая. До встречи на реке. Погода сиговая. Григорич, как всегда, не дождался. Вот. Уже рыбу ловит, уже бурить вообще. Пока спускались, он уже пробурил десяток лунок.
рыбалка? Вон, Васька выпустил там. Первый же А, значит ловится, да? Прекрасное весеннее утро. А нет, пока еще зимнее. Пока еще зима, да, у нас сегодня еще. Сегодня еще зима у нас. 29 февраля. Вот такой прекрасный рассвет. Восход солнца. Температура минус 5 или 6 градусов, но будет, если ничего не испортится, не поменяется, то вообще днем ожидается прекрасная весенняя погода, солнышко. И будем надеяться на шикарный клев. Дай бог. С нами Григорич, а значит рыбалка будет. Иван Григорьевич сказал остановиться здесь, потому что здесь нет следов норки, выдры нет, и сказал, что рыба здесь есть. Но этот плес, чем он знаменателен, здесь лет 5, нет, года 4 назад была золотая лунка здесь, с которой вытащили более 20 орезов, наверное. Да. Попали мы тут в марте месяце, где-то, наверное, в конце марта, и отлично половили. Золотая лунка, есть такой ролик. И как бы каждый год понемногу этот плес рыбу давал. Штук 5, 7, 8, 10. Попробуем и на этот раз. Когда я ходил пешком здесь бурился, ничего не поймал. Вот, видишь, старые лунки у меня. Да, прошло уже почти месяц. И сразу же сейчас посмотрим. Вот у нас обновленный Урал со 110 вроде бы шнек. Нет, нож что 110, а шнек сотка вроде бы. Сейчас посмотрим, как он будет бурить у нас. Так. Ножик убираем. Новые ножи. Сферические. Правое вращение. 130 я убил вчера ножи. Поймал где-то камни на дне. Ну, так. Ну чё, начинаем. Так, главное, чтобы в землю не воткнуться сразу. Так, ну чё, надеюсь, всем хорошо видно. Закрепим камеру. Ну, так, течение у нас туда, да. С Богом. Масло. Масло. Как по маслу. Шон Димбан. Янскадан. О, без фанатизма, аккуратно. Но будет, конечно, красота. Что, поклевка, да? Вот так вот. Сколько секунд не засек, Игорь? Ну-ка вот, да. Специально вот. Раз, два, 3, 4, 5, 6 секунд. Вот так вот. Вот такая вот красота. Сейчас закинем удочки сначала, потом будем дальше буриться. Так, ладно. Проверяем. Ставим одну удочку. О, мелко. Но мелко это не значит, что здесь рыбы нет.
Так, ставим одну удочку и сразу же поставим вторую. И потом будем уже буриться. Дальше обурим, плюс проверим. И потом уже поедем дальше. Так, вот тут еще мельче. Тут идет мель, там идет потом глубже. Там дальше на повороте идет глубже. Но здесь поклевки-то бывали, конечно. Рыба здесь не может быть такого, что плес без рыбы был. Так, все, ловитесь. Рыбки и большие, и маленькие. Две первые удочки закинуты. Ждем поклевок. И обуриваем плес. Сейчас разденемся сразу. Обуриваем Ивана Григорьевича. Да. Дело предстоит жаркое. Я понимаю, 5 секунд, но тоже энергозатратно немножко. Весна! Ой, перезимовали, ёшкин кот. Еще одну зиму прошли, считай. Ой, ёп! Оно ж туда тащит, блин. Соточкой это приятнее, конечно, чем 130-м. Ну все. Как-то вот так. Так, есть. Начало есть. Чуть больше Васька. Но ладно. Его не отпускаем. Потому что он первый. Не будем нарушать традицию. Ударил бодренько так. Стояло долго, считай. Ну вот пока я обурился. А ну нет, я вот пошевелил вот с тобой минуты 2, видать, подошел на игру и ударил. Так что, опа, меня там долбит. Блин, сход. Блин, он это укололся, хорошо долбило. Блин, тюкнул еще разик. Тюкнул. Оп. Блин, еще разик тюкнул. Еще разик тюкнул. Но походу мелкий, блин. Походу мелочь. Еще и укололся, походу. Ну, скажем так, начало неплохое. Начало задиристое такое. Это учитывая то, что еще вчерашние эти стоят. Вчерашние снасти замерзшие. Снизу червячок, сверху опарыш. Но долбило так неплохо, скажем. Но после того же еще были поклевки. Ладно, поставим опять на стоячку. Вот так вот. Может, еще подойдет. Что интересно. Так, это уже хорошо. Это уже здорово. Так, ну что, пока все. Начало было
веселые, но короткие. Ждем следующих поклевок. Мужиков-то пока тишина. Так, ну вот, последняя пробуренная лунка. Нормальная глубина. В общем, сколько? Лунок 20, наверное, только я пробурил. И Игорь с Иваном около 10, наверное, лунок пробурили. Только один хариус. И еще одна поклевка была. И пока все. Так, ну что, если коль уж дошли, заметите, да? Вон, сижу раздетый. Ветра нету, хоть минус 5. Но ветра нету и комфортно так. Пока снега нет, буду сидеть раздетый. Тем более буриться точно раздетый буду. Потому что вроде как бы все это легко и просто. Но немного тоже потеешь. Ладно. Шандарахнем еще здесь. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7. Ну, штук 15-20 лунок еще здесь делаем. Здесь мы проверяли только в самую первую рыбалку, когда я ходил пешком еще здесь недалеко. Потом мы эти места проходили ходом. Не считая то, что тогда вот Сявик там на повороте половил, не знаю. Ладно, погнали. Вперед из песни. Скажу вам, по сравнению с 130-м шнеком, бурение вообще, можно так сказать, ни о чем стало. Красота, конечно. Так что многие спрашивали у меня, где электробур. Урал, вот он. Соточка с новыми ножами вообще заходит как в масло. Сейчас главное не захерачить их в дно куда-нибудь, об камни, и будет все красиво. Тут самое главное удержать его. Он аж тащит туда, как, не знаю, как магнитом. Ну что, думаю, всем все ясно, как мы бурим лунки. Просто красиво. Лед примерно полметра в среднем, где-то и толще, где-то чуть тоньше на перекатах. Но это же не ручным крутить. Бурю немножко наискосок, чтобы нимфа меньше цеплялась об лед. Все, бурим до поворота и проверяем. Говорил я тебе, не пей столько много! Вот бухаешь без меры, потом валяешься где попало. Мелко. Но тут глубины нету. Я тебе говорю, тут перекат, тут воды нету. Хочешь бурить? Я электрическим точно буриться не буду. Зачем электрическим? Вон Игорь сейчас пробурит и померяем. Нет, вот там вот, где палка стоит, там немного глубины есть. Потом где-то тут ручей. А так в основном здесь, видишь, она растеклась, здесь глубины нету. И тут по берегам аккуратнее, берега открыты тут. Лоси не провалились, а я что
А ты тяжелее? Двинулся. Так, ну-ка, Игорь, сразу я пробую. Я пробую и поехали. Если нету, так нет глубины. Как это? Нет, есть. Земли не дошел? Лед-то толстый. А, судя по льду, ну, если толстый, то должна быть. Даже, о, наверное, даже рыба есть. В общем, то место так нам больше ничего не дало. Около 30, наверное, даже больше, 40 пробуренных лунок. Ни одной поклевки. Что, мелко? Да, мелковато. Да тут опасно вообще буриться. Тут оно, вот такая глубина и растеклось. Где-то, может, есть по берегам вот это ложбинки, но где их сейчас искать, блин? Вот там вот, где палка, я знаю, на 5 лунок ложбинка. Мы ловили тогда прошлую рыбалку, помнишь? Ладно, поехали. Штуки 3-4 там поймали, наверное. Ехали вверх, вверх. Едем Так что? до первых наших лунок. Что, до ямки? Да, испытывать это. Испытывать судьбу не буду. Вон, открытые места уже, вон. Вода течет, вон. Чуть-чуть потеплело, и вон, все берега уже открыты. Здесь будем пробовать? Ладно. Попробуем, надеюсь, сильно не замерзли лунки. Я это цеплять. О, нормально. Вообще не замерзли. А тут же у нас 2 удочки где-то вставные должны быть. Сейчас проверим, что нам дали вставные удочки. А нет, мы смотрели по дну, да? Там где-то лося поймал. Что-то нет, тут место-то хорошее, в принципе. Да-да-да. Место хорошее. О, вода, что ли? Да, вода пошла. С лунок вода выступила. Так, вот наши вставные удочки. Никто не долбит. Никого. Сейчас закинем удочку и проверим. Никого. Проверим, был там кто-то, не был. А вода выступила. Так. Что она там? Что она там? Такая вот лепешка льда. О! Бычок! Посел! Вот такая. Вот это рыба моей мечты. Вот это рыба моей мечты. Подкаменчик, собачий хвост. Иди гуляй, Вася. Так, вот такая. Ой-ой-ой. Я-то думаю, что-то шевелило там. Видно, что в снегу отверстие было. А это бычина. Так что здесь рыба есть, оказывается. Но на лимане щуки нету. Так бы он этого бычка съел.
И опарыша обсосали полностью. Полностью. Обсосали его полностью. Ну что, проверяем вторую сторону. Даёк, макарек. На второй тоже бычок, смотри. Такой же, блин. Бычье царство, блин. Вон. Вот это рыба моей мечты. Микроскопические бычки, блин. Оп. Иди гуляй. А мы тут хариуса ищем, блин. А тут кроме бычков, оказывается, нет никого. Что, оставлю, пусть стоят тогда. Нету здесь хариуса. Нету. Хотя там мы выше поймали, да? Да. Там же поймал Иван. Крупнячка-то. И я поймал там первого. Значит, туда и поедем сейчас. Все. 2 бычка. Сейчас сегодня мы там поймали. Ой. Нет. Это твоя лунка. Там твои харюза. Я туда не пойду, я боюсь их. Я здесь на своей половлю. Не ожидал от харюзов. Так. Глубину нашли. Бах, бей, бей. Давай, быстро, бей. Я знаю, точно ты здесь. Есть поклевка? Да? Да. О, когда я пошел на свою лунку. Все, Игорь не дошел до поклевок. Потянуло чуть-чуть. А где, блядь, палочка? Потянуло второй раз. Ты не палочкой, ты пяткой пробивай, иначе не влезет твою палочку в дырочку потом. Опять сойдет. Пяткой пробей, чтобы лунка больше была. Блин, 2 раза потянуло и все. Не хотя так. Что-то он не это, что ли? Не активный, что ли, сегодня тоже? Первый-то взял вроде шустренький, я думал, сегодня они жрут. Они сегодня тоже, оказывается, нюхают. Они, оказывается, тоже нюхают сегодня. Надо стульчик взять. А то попа вся уже... А что, я стульчик там оставил, что ли? Нет, здесь. Васек? Ну, может, у меня тоже Васек был, так. Дык. Полудед. Полувася, полудед. Пригодишься на обед. Пригодишься на обед. Да, что-то никто вчера не... О, есть поклевка, есть. Давай. О. Пойдет. Ну, еле-еле брал, как не русский. Так, ладно, надо будет. Я еще на вчерашний опарыш и на вчерашнюю червя ловлю. О, как ты на червя? Конечно. На вчерашнего, Ну, тем более. замороженного, А завтра еще лучше будет. вонючего. Надо на глаз попробовать. Прошлый год, ты помнишь, да, на глаз нацепил, сразу кабана шлепнул, блин. Григорьевич разводит рыбу, с одной лунки в другую перекидывает Васьков. Игорь тоже 3 штучки выкинул. Вчера 2 хорошеньких здесь было, сегодня одни Васьки. Вот и пойми потом.
И нифига. Нацепил вот харюзовый глаз на такую вот крупную мормышку. О, нет, здесь обычная. Там вот харюзовый глаз. И поставил на стоячка. Думаю, может на запах придет что-то крупненькое. Но пока тишина. На харюзиный глазик поймаю рыбы-тазик. Вот такого берем, да? Бери, конечно. Полкило весом. Который на подъеме обосрался, того берем. Сейчас все обсираться будут. Нет, мелкий не обсирается. Мельки не хочет, нечем. Ну? Где она ты? Где? Нету? О. Я там пробовал. Вот так вот, Янцикадан. Вот это Васек. Парочка это вчерашняя, Иван Григорьевич, как у тебя. Точно такой, да. Вот это уже красавец. Иван Григорьевич только прошелся здесь. Я думаю, дай-ка попробую. И не зря. И вылез так легко, главное. Я сначала думал, не крупный. Там вот рядом сидел сколько. Бесполезно. Вот рыбий глаз там, блин, бесполезно. А тут он взял и ударил. Так что не зря остановились на вчерашнем месте. Поймали парочку вчерашнего монстра. Напарника, вернее. А то Васьки да Васьки. Вот Янцикадан красавец. Камера не успела включиться. Удар-то почувствовал крепкий, включил, а пока она включилась, он уже здесь наверху. Обычно бороться с такими надо, долго выходят, а этот выпрыгнул сам, блядь, считай. Да. Надо еще здесь пробовать. Зараз пробовать. Там есть. Вот. Вот это уже красавец. Вот такой вот плавничок у него. Вот такой вот. Ну-ка открой плавник. Покажи себя во всей красе. Не хочет. Ладно, скромняга. Но наши все равно по сравнению с сибирскими. У сибирских вообще такая волосня, блин. Плавник аж до жопы достигает, блин, до хвостового плавника. У нас аккуратно постриженный харюза. Мы каждый год стригем. Ага. Каждый год стригем. Все, видать, один и был. Они проходные, наверное. Ты же только здесь рыбачил. Он проходил, наверное, ударил, да? Он, наверное, к этому шел. К глазику, блин, по запаху. Течение куда? А нет, течение туда. Сверху не могут чуять запах. Не знаю как, но хорошо, что вышел. Хватит подо льдом прятаться уже. Такую красоту надо смотреть на снегу. Оп, еще поклевка. Опа, хороший был, бля, по зубам прошелся. Вот второй. Второй. На нимфу взял сейчас этот. Король. Да ёшкин ты кот. Отдай. Хорошо зацепился. Мой был. Меня ждал хороший мой. Вот опять же, сколько трёс. Вот. Был бы он рядом, ударил, он проходил, получается, и это... Ударил первый раз. По зубам бить прошелся. Может, другому по зубам прошелся, может, двое были. Эх. Может, трое. А может, трое. Вдруг 4 там их. Я говорю, как-то с Ромкой рыбачили, Ромка мелкий еще был, камеры не было.
Туда прошлись, ну это в верховьях, ближе к Лиане. Туда прошлись, что-то там поймали на 30 лунок, наверное, пару штук. Обратно, думаю, дай пройдусь по лункам. Обратно иду и как начал с одной доить. Где-то на 7-й или 8-й, и все такие хорошенькие, добренькие, на 7-й или 8-й рыбе. Рома, говорю, тащи, говорю, это у него фотоаппарат цифровой был, говорю, снимай, как я это, ну, рыбу ловлю. Да, говорит, это последний. У меня 9-й, 10-й, говорю, бегом, ёшкин. Ромка прибегает, включает где-то, наверное, на 12-й. Я 18 штук с этой лунки вытащил. Он там 12-13. Обурили потом всю эту лунку. Бесполезно. Вот 18 с одной лунки, одного за одним. Хорошеньких таких, блин. Пол пакета, наверное, за пару. Была, А? они в очередь встали. Да-да-да. Ну вот. Вот кровоточат, да, давление, наверное. Будто свинью зарезал. Ну, говорю, вышел, не сопротивлялся, крупный, блин. Вообще легко, а сам выпрыгнул. Так, все. И на этом спасибо. Так, ну все. Парочка хороших орюзов подняла настроение, и не больше. Не хотят, как хотят. Рыбий глаз молчит. Рыбий глаз молчит. Пойдем еще глянем красавчика нашего. Ай, ай, красавец. Шандибан. Шандибанда. Та-ра-та-та-та-та-та. Та-ра-та-та-та-та-та. Поехали вперед. Там у Ивана Григорьевича крупный хариус. Готовы? Поехали дальше. Прибыли на новое место. И на новом месте, пока я бурил лунки, у Игоря была уже поклевка. И то ли обрыв, то ли развязалась. Ну, в общем, рыба ушла с мормышкой или с двумя? С мормышкой рыба ушла. О, поклевка еще у Игоря. Так, ставим рыбий глаз. О, хороший. С мормышкой? Нет, это моя новая блесна. А, на блесну. На блесну, да? Без ничего? Без ничего, блядь. О, наконец-то испытал. Попался на блесну. Как илочки, да? А мы тут дрочим его на мелкие мормышки. Красавец. Ты говоришь, мелкий. Тут плюс хороший. Тут может самый царизовый. Точно нету мормышки? О, мечаком. Может, блесну и надо ему, мелкими мормышками дрочим его. Да. О, Васек. На мелкие и мелкие ловится. Не зря остановились. Уже хорошо. Сюда. Была поклевка, да? О, в такой же. Видишь, на блесну-то как хорошо. Надо вязать, блин. С красной точкой, да? Да? Блесна с красной точки атаки. А, крупная блесенка пошла ловить крупных орюзов. Сейчас же меня. Ой, сейчас же ставим блесну. А есть такая? Есть. Только леску надо толще тогда уже. Если мне потолще тут леска, тогда я в удочку вместе. Правильно.
Ну и все, Игорь, больше опарыши не нужны, да? На хлеб ловим. Ловим на хлеб. Так. И такие красавчики, блин. Ага. Это же что вам? Шутейное дело, это же рыба же. Я говорю, тут раз я пробурился, на крайне мелко было, здесь мелко. А тут вот 4 или 5 лунок по центру нормальная глубина была. Не помню, одного поймал тогда, не поймал ли. Это я когда пешком еще ходил. На буксе обычно эти места проезжаешь, а когда пешком-то ходишь, там отдохнуть надо, здесь отдохнуть надо. Че, мажет, да, по блесне бьет, наверное. А, 2 раза ебну. Не по точке, а по блесне, наверное. Больше не хватит. Может, укололся? Куда же нужно было положить эту блесну? Наш... Спряталась, блин. Перевернулась, и я не могу. Надо сюда сейчас эту мормышку быстренько. Наверх, да. И он возьмет. Потом на дно ставит. Течение хорошее здесь. Так, ну что, 3 поймана хариуса на блесну. 3, да, Игорь поймал? Как бы тоже Замануха. замануха, да. Григорьевич поставил блесенку, и я вот такую вот блесенку. С одной стороны белая, с узорчиком таким, гравировочка. С другой стороны золотистая. Где ты купил эту блесну? Это подарок у Мишки Пантелея. Подарок. Это Михаил Пантелей делает, ручная работа. И сверху вот такая синенькая мушечка. Это, конечно, с одной стороны большой минус на блесну, но посмотрим, пусть будет. Сейчас как начнешь. Миша, спасибо. Сейчас главное, чтобы Еще такую. как бы не... С одной стороны может зацепиться об лед, но с другой стороны дополнительный шанс. Ладно, пусть будет пока. Если будет подводить часто, перевяжемся. Чисто одну блесну. Главное сначала одну поймать, хотя бы одного хариуса. Окуня ловит. Щука мне такую оторвала на озере осенью. Потому что без поводка была, и это сразу. Еще где-то хариус блесной. Блесенька такая. А у тебя с мормышкой так и не поймал? Или с блесенкой было? Ну, с блесенкой, да. Маленький. Значит, где-то еще один есть. Есть. Васек. Значит, гуляй, Вася. Взял на нимфу. Не на блесну, а на нимфу. А нимфа с опарышем еще синька. Прибыли на вчерашнее место, где Иван Григорьевич крупного поймал вчера на ямке здесь и сказал, что здесь еще один должен быть. Должен быть, да, Иван? Будем. Один крупняк, говорит, должен быть. Там сейчас, где ловили, у Игоря блесна так и ушла. Не поймали с блесной, но зато 3 штук поймали, да? На обратном пути поймаем. На обратном пути заскочим. Так иди сюда, Лок. Блин, на мою лунку, говорит, стал Гена. Все, ушел. А то, не дай бог, я поймаю уже, а все потом.
Так. Одна удочка. Блин, замерзла. О, готово. Ловись, рыбка. Малая велика. Ловись, рыбка, малая велика. Поставлю сейчас вторую. О, малек уже долбит. Малек уже долбит. Так что не получится поймать здесь хариуса, наверное. Малька больше, чем хариуса. И главное, только на стоячку. Ладно. Закинем вторую и будем гулять с блесенкой. На блесенку. О, долбит. Дятел. Дятел ты, дятел. Это малек по-любому. Васек. Опять Васек. И опять на нимфу. Получается, что у нас на блесну, видать, привлекает. На нимфу ловится. Хотя, что ловится-то вон. Лунок 10 уже прошелся. Первая поклевка. Мне кажется, сегодня полдня здесь потеряем на этой яме. Не знаю, поймаем, не поймаем этого хариуса, который вчера ушел Ивана Григорьевича. Навряд ли. Пусто. Ладно, проверю все лунки, которые я вчера здесь пробурил. Осталось лунок 10 вон. Благо не замерзла. Как бы недолго, но все равно где-то примерно около 1 минуты на каждую лунку уходит. Теряем время. Надо ехать, надо искать новые места необловленные. Хариус есть, хариус берет, но надо искать его. Пока тишина. Иван там ерша или кого поймал. Оп, что-то это было. Или зацепился куда-то об траву. Или была поклевка, я это не заметил. Ну, что-то в руку почувствовал. Наверное, все-таки это была поклевка. Потому что если это была трава, у меня, во-первых, на блесне бы была трава и повторно бы зацепилась. Это все-таки была поклевка, наверное. Так, трава. Что у нас осталось? Раз, два, 3-4 лунки. Буквально пару забросов и едем дальше. Остановка Лосик. Как мы видим, после нашего приезда, когда мы напугали этих волков, нашего лося так никто и не доел. Вот здесь вот нас лежит наш лось. Вот он лежит, видишь? Ну да, так давай это. Нахуй лось этот не нужен. А вон маслы. Так уже это маслы уже видели все, уже надоели Да. им. Уже Так, хватит. проверим, мы же прошлый год здесь хороших ловили. Где, говоришь, ловили-то? Вон Вот там. здесь ловили мы.
Да, и здесь. Сейчас я электробуром взорву здесь. Давай, взорви. Ну, тут-то. У меня бур тоже не бурит. Я уже ножи поменял. Все, Тут сейчас, длина сейчас ходит. бурану. Руки Григорьевич, надо раздеться. тут глубина же. Тут шень, прошел. А куда быстрее-то, вон, смотри, сколько тут. О, прямо в тушу. Прямо в тушу, блин. Прямо с кровью. Пробурил одну? Вот здесь стена, здесь таким шахматным порядком. Прошлый год мы здесь ловили, а этот год что-то не очень. Красота. Вот так вот. Все-таки электробур. Это красота по сравнению с ручным ледобуром. Опа! Только главное удержать. Бурим наискосок, потому что двойные мушки у нас. Все, пару лунок еще сделаю там, десяток там. Закинем удочки и будем, наверное, здесь чай попьем, да? Чайненько достаем, да? С печеньками или что? Да, можно и перекусить, и 100 грамм выпить можно. Я не прочь. Я не прочь хотя бы ночь. Хоть одну ночь не прочь. Ну давай. Видишь, 100 грамм маханули с утра и ловится. А вчера нечетный день был. Сегодня четный. Иван Григорьевич, надо тебе махануть сегодня, чтобы крупного поймать. Самый четный день. Ух ты. На полный шнек лед. Это, грубо говоря, сантиметров сколько? 60-80. Ну вот. Пока хватит. Пока мужики там накрывают на стол. Решили перекусить. Так, стоять. Он буквально за, меньше 10 минут, наверное, точно. Он пробурил, получается, раз, два, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, так, 13, 14, 15, 16, 17, 18 или 19 лунок. Почти 20. Ну,
прошло ну, максимум 10 минут, не больше. Даже меньше, наверное. Ну что, поклевок увидели? Правильно, они бананы точат. Обезьянам рыба не клюет. Так что, самый лучший день. Тут лосиная прикормка, кровью пахнет, рыба должна быть. Да, посрал пес на пень. Как? Самый лучший день. Посрал пес на пень. О, как лось. Да с мушками поставили, так у Гены. Хлебушек им надо. Вот хороший на мушку. Вон торчит волос. Да тут этих волос километр. Сейчас солнце будет, оно потает должно потом. Конечно, там первый Темное место. Промоет. Смотри, да, шуганули. Вот даже я первый пришел месяц назад. Вот сколько, недели 3 прошло. Шуганул и все, больше не появлялись вообще. Ни выдры, ни куницы, вот эти маслы такие, даже вороны не едят. Запах железа. Бур постоял там, бур мой расшугал всех. А что там Смотри, да? Холодную кашу кинули, а все равно теплая. А, холодная, да, теплая была, такая, да была. комнатная температура. Нормальный термос. Летом, если ледяной сало отложишь, тоже он с холода сохраняет. Брал сало. Да, вот. Я резанул по 2 кусочка. Короче, 18 или 19 лунок я взорвал сейчас. 20. А, вон, одна. Тут еще, нет, 20 будет, вон. 21 даже. 19, 20, 21, 22. 22 лунки. Ну, хотя бы с них хотя бы третья часть, хотя бы 6 сработало. Да хотя бы 2 поймать, килограммовых. У тебя и там еще с мормышкой плавает за поворотом, Харюс. Да. Да. Из такой же, как у меня вот тут стоит. Я купил вторую эту, фосфорную. Не знаю. Раньше рыбы-то, конечно, больше было. Сейчас, конечно, надо искать, трудиться, трудовая рыбалка. Ну, заметил, да, народу-то нет, рыбаков нет. Раньше техники ни у кого не было. На лыжах ходили, рыбачил народ. А сейчас все на Мылве, там, на Печоре, рядышком. Ну, рыба же там ловится, да. Даже не хуже, чем здесь. За всю зиму я ни разу не пришел без рыбы. Ну, ни разу. Вот не клевало там, на Буровой я приехал, капни мне горячую. Вот именно, что на Умылве и на Печоре ловят. Ну, на Печоре так тоже дело случилось. Потом остановился на десятке, пошел, все равно 3 поймал, 2 сошло. А если бы аккуратнее... Это ты 5 где, штук. это где ты на тарзанке прыгал? Да. Ну, рядом с С дорогой. тарзанкой. Я еду оттуда с бровью. Майоров стоит. Я остановился, даже бур не беру, пошел.